Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто и зачем идет в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и на самое ближайшее время. Давайте посмотрим, что покажет и о чем нам расскажет песок. Кто и зачем идет в вашу жизнь? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересный рисунок вышел, очень интересный. Ох, венец тут прям особенный. У вас в руках яйцо, а у мужчины в руках крыша. Ах, девочки, что будет, что будет? Мои хорошие, отсыпка у нас общая, но раз вы на нее попали, значит, здесь для вас будет много интересного. Против правил пойду. Начну именно с этой картинки в венце. Ну, прям очень говорящий. Ну, вы и сами видите. Смотрите, какой крутой мужик. В каком он плаще богатом. В основании мужчины зонтик. Вот ручка его, вот он зонтик раскрытый. Ну, прям крутой. Герой. Это герой. Слушайте, он и защитить может, и обеспечить. И смотрите, главное его как предназначение в ваших взаимоотношениях — это дать вам защиту, кров, уют, дать вам эти материальные блага, да, уверенность в завтрашнем дне, что у вас все будет хорошо, все будет замечательно. А вот вы, такая красавица с прекрасной фигурой, женщина на миллион просто. Не женщина, а мечта, да, муза. Вы ему яйцо даете. Яйцо — это новая жизнь, понимаете? У кого-то так и отыграется. Он идет к вам, чтобы вас во всем обеспечить, дать вам жизнь сытую, довольную, счастливую, безопасную. А вы, значит, ему это яйцо, это новая жизнь, да, это продолжение его рода. То есть вы ему родите ребенка. Ну, как бы в сакральном смысле так оно все и проиграется. Ну, понятно, что вы все разные. Есть девушки постарше, есть помладше. Яйцо, в принципе, можно еще и трактовать как действительно новая жизнь. Да? Это обновление, это новая жизнь. Зарождается новая жизнь. Причем вы тогда, именно от вас пойдет инициатива, чтобы позволить мужчине и себе, да, начать новую жизнь вот вдвоем, да, как-то вот прям пожить для двоих, создать семью. Ну, очень крутой знак. Давно я такого не видела. Тьфу-тьфу-тьфу, я за вас очень рада. Ну, если сказать просто, идет именно он, тот самый, девочки, тот самый, с кем вы будете счастливы и кто будет безумно счастлив с вами. Понимаете? Половиночки, идеально. У женщины яйцо в руках, у мужчины крыша и зонт, защита. Ну, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Скоро вы встретите того самого. Причем не просто встретите, он, скорее всего, как к вам приедет. Либо, если это новый мужчина, то он сам к вам подойдет с предложением: девушка, разрешите за вами поухаживать, да? Разрешите вам подарить новую жизнь, быть вашим заступником, защитником, добытчиком. Ну, в общем, точно его не пропустите. Замечательно. Ну, с вашей стороны сердце, а здесь у нас лавровая ветвь. Видите, вот она, лавровая веточка. Да,
очень даже все и неплохо у вас сложится. Тьфу-тьфу-тьфу, еще раз. Девчонки, я вас поздравляю. Кто действительно мечтал о любви, о счастье, о семейной благополучной жизни. Идет именно тот, кого заказывали. Ну, либо мужчина, кого вы видите своим будущим мужем, своим защитником, своим добытчиком. Да, тогда уже как идет, возвращается, у кого как отыграется. Но здесь славная картинка, тут не дать, не взять. Да, все, вот оно, пожалуйста, перед вашими глазами. Так, еще. Здесь у нас женщина, которая очень крепко за вас схватится. Вот она, женщина. Но не с целью, что вот я схватилась и держусь. Нет. Она схватится для того, чтобы вас поддержать. Да, вот в нужный момент, чтобы вас поддержать. Женщина сама по себе очень крутая, самодостаточная. У женщины за спиной невероятный жизненный опыт. Плюс, помимо опыта, у нее еще какие-то вот знаки, как силы, власти, каких-то полномочий, возможностей, контактов. Да? Вот прям непростая женщина. И вот она за вас схватится и вас поддержит. 3 тройки идут подряд, 3 тройки. То есть это дружба. Причем усиленная дружба, да, это не просто так вот мы знакомые, там пообщались, разбежались. Нет, нет, возможно, вы с этой женщиной даже что-то вместе делать будете. По крайней мере, она со своей стороны, да, она очень многое вам даст, много ресурсов вам предоставит. Она вас будет держать, как подстраховывая, да, чтобы вы там не упали, не пропали, там, случайно лишних там, каких-то дел не наделали, которые могут там, неприятности принести. Слушайте, ну прям замечательно. Единственное, что у этой женщины, у нее характер такой, знаете, не сказочный. Достаточно груба, и иногда может, знаете, вот правду матку в глаза, даже не думая о последствиях. Вот это ее отличительная черта. Если вы женщина впечатлительная, да, впечатлительная девушка, то придется, конечно, немножко потренироваться, да, как отключать слух, да, как уши отключать в некоторых моментах. Но плохого она вам точно желать не будет. Она будет желать дружить с вами и вас поддерживать. Слушайте, прям чудесно. Вот это мне нравится. Так, а здесь какое-то новое здание, помещение, место какое-то новое, куда вы будете ходить, посещать. Место с такими огромными большими окнами. Ну, либо окна — это то, что бросается в глаза, когда вы смотрите на это здание. Вы туда ходить начнете. Там вас кто-то ждать, что ли, будет, либо вас туда кто-то пригласит. Вот какой-то один конкретный человек. Может быть, даже как-то по интернету это все найдете. И будете туда ходить. И вам там будет хорошо, вам там будет приятно. У вас именно в этом месте с большими окнами, кстати, очень красивыми окнами, как интерес какой-то небывалый получается. Может быть, это связано с работой, может быть, это связано с творчеством, с собственной реализацией, может быть, спорт даже. Вы все разные. Но вижу, что вас туда человек приглашает, вы по приглашению туда попадаете. Ну, а потом вы постоянно туда приходите. И вам там действительно нравится, вам комфортно. И вообще эта вся ситуация вам по судьбе. Здесь перевернутая буква «С». Ну вот как счастья не было в жизни, да, скука, счастья нет, прям болото, тоска, вот прям в себя не нахожу. Вот она, отпадает эта буква «С» перевернутая. Когда вы попадаете в это новое место. Мне почему-то кажется, что вы в интернете кого-то найдете. Либо вас кто-то найдет в интернете, например, позовет на собеседование. Либо пригласит на тренировку. Пригласит, может быть, на какой-то творческий вечер. Да? Вы ведь все разные. И вы потом постоянно будете туда ходить. И вам будет это нравиться. Так, еще. Мужчина как... Наверное, это обидно прозвучит, но ладно, скажу. Похож на такого очень яркого, тощего петуха. Мужчина. Этот мужчина, он теряет к вам интерес.
он от вас отворачивается и к какой-то курице идет. Может быть, этот мужчина вам не нравился, может быть, этот мужчина вас очень донимал, да, своим вниманием, своими какими-то придирками, попытками добиться вас, возможно. Да, такой, знаете, прям хулиганистый, неприятный и очень такой кичливый человек, да, там постоянно хвастался, постоянно себе там рассказывал, что он такой прям крутяк, крутецкий, и вообще я там самый лучший, и 5-10, да ты будь счастлива, что он на тебя посмотрел, да, то есть абсолютно вот никчемный мужчина, хвастун, и еще и его много, его всегда очень много, он крикливый, он навязчивый, фу-фу-фу. Смотрите, он теряет к вам интерес, от вас отворачивается и какой-то курица идет. Ну, то есть они друг друга, я так понимаю, найдут. Для вас вот это событие, это прям как гирю с груди сняли, понимаете? Либо от ноги гирю отцепили, потому что он за вами постоянно ходил, он постоянно не давал вам покоя. Здесь могла быть привязка как и физического плана, так и ментального плана, так и вообще домогательства могли быть. В общем, потеряет к вам интерес, и для вас это событие, оно прям перекроет все. Вы такая, фу-фу-фу, слава Богу, как хорошо. Как же мне легко, как же я счастлива, что ты от меня отстал. Да, девчонки, да. Отворачивается и уходит. А может быть, кстати, он уйдет, когда увидит, что у вас вот этот классный появился, кто зонтиком, да, не зря его зонтиком показали. Может быть, он увидит, что какой-то действительно крутой мужчина рядом с вами стал, скажет, о нет, так, пока у меня там еще хвост целый, лучше по добру, по здорову, я так отдалюсь. Может быть, запросто. Ну вот вижу, что теряет к вам интерес. Так, еще с левой стороны. Вот этот человек мне прям совсем не нравится. Этот человек, он чем-то торгует, что-то за деньги продает. И вот ради этой цели, да, что-то продать, втюхать, человек способен просто врать без зазрения совести. Здесь вам попытаются дважды за большие деньги что-то продать. Ну, даже не продать, втюхать. Вот прям хорошо звучит это слово, очень четко описывает. Слушайте, будьте повнимательнее, не будьте такими легковерными. И, пожалуйста, свои деньги берегите. Это важно. Человек вот реально появляется в вашей жизни, да, с целью развести вас на деньги. Что-то вам ненужное, какие-то товары, услуги ненужные, никчемные продать, реализовать, ну вот в таком ключе. Мне почему-то кажется, что это женщина. Хотя, может быть, и мужчина с таким, знаете, женским писклявым голосом, либо такими повадками, да. Может быть, он там как внешний мужик, а по факту женщина. Ну, такое иногда бывает. Не в том теле родился. Но вот дважды будет пытаться вам что-то продать, либо какие-то услуги навязать. С левой стороны вот эта веточка лавровая. Это, кстати, очень сильный знак. Это знак победы, победителя. Идет в вашу жизнь победа, череда побед. Вот веточка очень большая, на ней 1, 2, 3, 4, 5, 6 листиков на этой веточке. То есть череда побед. То есть в 6 разных ситуациях вы будете победительницей, вы одержите победу. С левой стороны. Ну, потому что в себя, наверное, до конца не верите. Либо вы не гоняетесь за победами, вы просто живете. Ну вот, пожалуйста, 6 раз вы будете названы победительницей, да, либо победа будет присвоена вам. Ветка очень большая. Ну, кто со мной давно, ну вот напишите в комментариях, когда вы последний раз такое видели. Даже я не могу вспомнить, когда я такое видела. Очень классная ветка. Так, справа сердце. Ну, вы покорительница сердец. Тут не дать, не взять. Вы всегда мужчинам нравились, да, противоположному полу нравились, в вас всегда влюблялись. Но сердце вышло справа. Значит, в этот раз все будет взаимно. В вашу жизнь идет взаимное, сильное чувство. Называется оно любовью. Да, вот прям в один момент, параллельно, вы любовь друг к другу почувствуете. Вот тот, кто понравится вам, тому вы понравитесь. Тот, в кого влюбитесь вы, тот влюбится в вас. Понимаете, прям взаимность идет. Взаимное чувство. Это замечательно, это просто чудесно. Так, и еще один момент, о котором я должна вам сказать.
очень похоже на животное, только я не скажу, какое. Не у всех отыграется, но кому-то прям идет. Ваше животное к вам идет. Это может быть и кошечка, и собачка, и, я не знаю, птичка, попугайчик, может быть, канареечка, может быть, это какой-то ужик, что там заводят, ежик, хомячок, морская свинка, даже рыбка может быть, да, хоть рыбка и не животное, но тем не менее. Вот что-то ваше, вот такое вот родное, свое близкое, идет в вашу жизнь. Вы можете сами себе приобрести, вот прям почувствуете, что вот не могу я без этого котенка, вот должна я его купить, да, либо взять я его должна. Либо вам кто-то подарит, либо на передержку там попросят взять. Может быть, там прибьется к вам это животное. Но вот вижу, что заведете и никогда не пожалеете. Это не просто друг, это не просто член семьи, это как вот прям что-то свое родное, да, вот частичка вас. Кто животное обретет, не буду говорить приобретет, обретет, да, потому что обретать мы можем любыми разными путями, тот никогда не пожалеет. И плюс еще вижу с правой стороны, там знаки как жертвенности и защиты идут. То есть ваше животное, которое вы обретете, будет способно на жертву ради вас, да, пожертвовать собой и будет вас защищать, ну просто вот до конца. Покуда силы будут, так и будет вас защищать. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.